Столь масштабная выставка едва уместилась в выставочном зале музея. Порядка 180 работ представили более сотни художников со всей России. Только лучшие работы, прошедшие жесткий отбор. Все это придумал Константин Худяков, вице-президент Российской академии художеств. «Против течения» проект называется. Почему? Потому что, во-первых, он начинается в Саратове, по Волге поднимается вверх и доходит до Москвы. Идем против течения. Во-вторых, это такое двусмысленное название. Во-вторых, мы против негативных тенденций в изобразительном современном искусстве. Мы пытаемся культивировать все-таки работы, которые отличаются профессионализмом, высоким ремеслом, художники стоят на прочной какой-то академической базе, которые могут себе позволить эксперименты, но находясь в рамках классики. Каждые 2 года из 100 актуальных тем выбирают 10, на которые художникам предложено творить. В этом году в рамках конкурса рассматривались произведения на темы «Запретный плод», «Мода», «Вера», «Отходы» и другие. Вот, например, знакомый каждому русский мужичок на утро после бурного застолья, смотрящий куда-то вдаль. Картина с ироничным названием «Пробуждение». Или что-то больше похожее на карикатуру, где скорая помощь совсем не скорая. Огромное количество интереснейших работ, нестандартных. Не зря выставка называется «Против течения». Я вообще всех поздравляю жителей Мордовии с возможностью побывать здесь. И всем рекомендую обязательно, может быть, несколько раз быть здесь. Потому что творчество, оно не имеет ни границ, ни форматов каких-то. Все, что выламывается из общего ряда, это и есть настоящее творчество. А здесь таких работ огромное количество. От разнообразия полотен разбегаются глаза, и голова идет кругом. Картины наполнены символизмом, но здесь не надо, как на уроке литературы в плохой школе, придумывать, что хотел сказать автор. Абсолютно каждый штрих такой себе реалистичен, что притягивает, да, особенно цвет. Ну и еще есть вот картина тоже очень интересная, когда такая символизм. Это когда Ленин в банке в виде гриба, 100-летие революции. Разгадать символы и понять, что такое Красные ворота, жители Саранска могут в ближайшие пару недель. Константин Курбатов, Александр Данилов. Наши новости.